Есть хорошее выражение такое, что врач-реаниматолог – это единственный тот врач, который может сказать Всевышнему, что он немного поторопился. Очень такие красивые слова. Врач-реаниматолог, он, знаете, он в какой-то степени даже уже, наверное, себе не принадлежит. Он принадлежит реанимации, принадлежит медицине. Медицине Денис Доев принадлежит с малых лет, а по-другому и быть не могло, ведь он родился в семье медиков. Отец гинеколог, мать неонатолог. По стопам родителей решил пойти, будучи старшеклассником. Часто ходил на работу к отцу, чтобы понаблюдать за работой докторов. После школы поступил в Северо-Осетинскую медицинскую академию на лечебный факультет, а вот специальность выбрал на последнем курсе. Помню выбор между хирургией либо анестезиологией и реанимацией. Но когда отец сказал, просто зайди в реанимацию, посмотри, если тебе понравится она, то сделаешь выбор. И когда туда зашел, мне очень безумно понравилось. Понравилось то, как в какой-то степени самоотверженно врачи, реаниматологи борются за жизнь пациента. И после этого, конечно, принял для себя решение, что эта специальность мне очень нравится. После медицинской академии Денис поступил в аспирантуру и устроился работать в клиническую больницу скорой помощи, а затем в республиканскую клиническую больницу. Тогда отделение анестезиологии и реанимации возглавил корифей своего дела Виталий Слепушкин. В последующем, когда стала строиться эта клиника, Виталий Ильич перешел сюда заведовать, первый заведующий здесь был он, и вместе с ним тоже сюда ушел. И с того времени работаю здесь. В какой-то степени реанимация она является той последней инстанцией, куда профильный врач любого отделения может перевести пациента, когда ему стало в динамике хуже. Врач же реаниматолог понимает прекрасно, что дальше перевести уже пациента некуда. Он является тем единственным уже врачом, от которого зависит жизнь пациента. Постоянно такое психоэмоциональное напряжение. Почему? Потому что он постоянно переживает за пациента, думает о нем, правильно ли он все сделал, не упустил ли он что-то. Причем это напряжение оно не прекращается тогда, когда врач покидает реанимационное отделение. Он постоянно о нем беспокоится, он постоянно думает, и дома то же самое. И, безусловно, это сказывается на здоровье. На соматическом, в частности, есть данные доказательные, то, что реаниматологи наиболее часто подвержены ишемической болезни сердца, потому что они постоянно находятся в таком психоэмоциональном напряжении. Научно-технический прогресс в медицине дал шанс на жизнь миллионам пациентам. Современное оборудование позволяет успешно проводить сложные операции и выявлять заболевания на ранних стадиях. Но для того, чтобы идти в ногу со временем, каждому специалисту приходится регулярно пополнять знания. Не зря врачи называют вечными студентами. Медицина, она не стоит на месте, тем более реанимация. Очень много появляется препаратов, очень много протоколов ведения, которые основываются на доказательной базе. Очень много аппаратуры, которая начинает использоваться в реанимации. И врач должен постоянно самосовершенствоваться для того, чтобы все более и более качественно оказывать помощь непосредственно в отделении реанимации. Каждый день читаю литературу, каждый день отслеживаю ту информацию, которая бывает в интернете. Конечно, это те сайты, которые проверены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Конечно, помимо этого, это зарубежные сайты по кардиоанестезиологии и так далее. То есть постоянно, каждый день ты что-то читаешь. Честно сказать, я даже забыл, когда последний раз художественную литературу брал в руки. То есть у меня в руках только медицинская литература бывает. Ненормированный рабочий график для врачей – норма, а не патология. Дневная смена по умолчанию может перейти в ночную. К такому не сразу привыкаешь, признается Денис, но по-другому никак. Когда жизнь человека висит на волоске, то бывает не до отдыха. Утром, когда ты принимаешь пятиминутку и так далее, сдаешь, то действительно по глазам можно видеть такое истощение, как моральное, так и физическое. То есть, безусловно, это все сказывается на враче. И тем более, пока на данный момент все-таки еще ощущается дефицит кадров именно в этой специальности. Поэтому врачи вынуждены тоже еще и работать на полторы ставки. Про таких, как наш герой, говорят, покой им только снится. Ведь эта профессия требует полной самоотдачи. Наверное, больше это обусловлено еще тем, что все-таки нехватка идет кадров, и на полный отпуск мы, врачи тоже не отпускаем. Поэтому, конечно, один раз было, когда я ушел там на целый месяц, когда возвращаешься, опять какое-то появляется чувство небольшого страха
перед тяжелым пациентом. Конечно, он в течение нескольких дней исчезает, но вот даже вот заметь, хотя вот у тебя стаж там уже у наших старших стаж бывает по 20, по 30 лет, вот даже у них вот перерыв небольшой, казалось бы, месяц, вот они приходят уже сами тоже говорили, что здесь определенный страх появляется к пациенту тяжелому, что что-то могут сделать неправильно. Порой решения нужно принимать молниеносные, судьбоносные. И чувство страха, оно может все-таки тебя несколько задержать в том плане, чтобы оказать какую-то необходимую на тот момент помощь. И время драгоценное может быть упущено. Поэтому чувство страха, конечно, у реаниматолога оно должно быть подавлено, максимально подавлено. На рабочем столе заведующего отделением документы, научная литература и маленькие иконы. Доев, конечно, придерживается научного взгляда на мир, но для веры место всегда найдется. В своей работе врачи нередко сталкиваются с чудом. В твоей памяти остаются такие пациенты, которые поступали сюда в критическом состоянии, которых ты буквально каждый день выхаживал. Вот, и в течение 2 месяцев удавалось тебе пациента стабилизировать и перевести в профильное отделение. Вот, этих пациентов очень много. Вот, фамилии их называть не буду, хотя прекрасно их знаю. Вот, помимо этого с ними общаемся, с их родственниками общаемся до сих пор. Вот, но этих моментов в реанимации достаточно много. Вот. Последние, которые у нас были пациенты, это такой пациент, когда произошло массивное кровотечение, вот, последующим полиорганная недостаточность и так далее. Ну, со всем этим справились, пациент был переведен. С Богом! С этих слов начинается операция, признаются коллеги. Если Денис Петрович их произнес, то значит все как надо, и пациент непременно встанет на ноги. Один очень интересный момент вспомнил. Давал наркоз в нейрохирургии Заворухин, хирург, Царство Небесное ему. Вот, тогда несколько у нас не было оперативных вмешательств, и в течение 3-4 дней работал с ним. Вот, после того, как у нас появилось опять пошли пациенты тяжелые, вот, я опять ушел в кардиохирургию, кардиоанестезиологию. Вот, вместо меня был другой врач. Вот. И когда началось оперативное вмешательство, когда он спросил анестезиолога, можно работать, вот, то сказал можно. И вот он говорит, позовите Дениса Петровича, пускай скажет с Богом. Вот я пришел, я говорю, что случилось? Ну, Денис Петрович, вот такая ситуация. Я говорю, с Богом. Первая операция, в которой Денис Петрович участвовал, была аппендэктомия – удаление аппендицита. Казалось бы, операция несложная, но воспоминания остались на всю жизнь. Такая достаточно простая операция, считается аппендэктомия. Вот. Но, безусловно, то волнение, которое было, это несравнимо, когда врач-анестезиолог понимает, что от него сейчас зависит очень много, жизнь пациента в его руках, и он очень сильно переживает, чтобы что-то сделать неправильно. Дозировку ту правильно ввести, правильно погрузить в сон, правильно его разбудить. Таким же испытанием на выдержку стала первая операция на сердце. Когда надо выполнить шунтирование, вот, остановить, тогда эти шунтирования выполнялись на остановленном сердце искусственным кровообращением. Вот, и ты понимаешь, что рядом никого нет, ты один абсолютно, и некому обратиться, если что-то пойдет не так за помощью, то, конечно, волнение было очень сильное. Вот, но, слава богу, все было ничего. Сначала, конечно, отбирались пациенты с хорошей фракцией выброса, без такой сопутствующей патологии. А вот в последующем уже, конечно, когда практика дала уже о себе знать, то уже, конечно, пациенты, которых мы сейчас берем на стол, это пациенты очень тяжелые, с низкой фракцией, с тяжелой сопутствующей патологией и так далее. Когда уже остановили сердце, когда перешли на искусственное кровообращение, то пациента вводим такой анабиоз. То есть что это такое? Это
пациента начинаешь охлаждать до 30 градусов. Вот. После этого выключаешь аппарат искусственного кровообращения. Вот. И пациент лежит в общем, в таком анабиозе. Вот. И хирург за это время, там отведено тоже достаточно короткий интервал времени, он выполняет ту необходимую манипуляцию, которую должен выполнить. Вот. И по последующему уже начинаешь потихоньку согревать пациента, заводить сердце, и в последующем уже дальнейшая интенсивная терапия проводится в реанимации. Редко какой врач легко смирится со смертью пациента. Денис рассказывает, тяжелее всего сообщать новость родственникам. Конечно, невозможно это как-то перебороть. Это психологический удар для реаниматолога, безусловно. Ты все делаешь, все возможно и невозможно, но возраст, компенсаторные возможности организма, они не за пределами. Да? Везде есть предел определенный. И, конечно, что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался, к сожалению, летальные исходы тоже бывают. Настоящим испытанием для врачей стал COVID-19. В первые недели реанимационное отделение работало в обычном режиме. Однако позже число пациентов в тяжелом состоянии быстро стало расти. Когда реанимационное отделение стало уже заполняться, отделение травматологии, которое было перепрофилировано под реанимационный коечный фонд, вот, в последующем тоже эти пациенты начали размещаться там для оказания интенсивной терапии. Вот. Причем в последующем, даже несмотря на то, что коечный фонд был расширен, помимо этого параллельно уже опять-таки в травматологическом отделении были еще развернуты 10 дополнительных коек. То есть суммарно получалось, что у нас в отделении на тот момент в КБСП, на тот момент это было около 44 коек. Вот. И в пик пандемии все койки, разумеется, были заняты, из них 38 пациентов на тот момент уже находились на аппарате ИВЛ. Это при всем при том, что РКБ уже тогда тоже, это учреждение, работало под ковид. Тяжесть еще в этом плане заключалась в том, что когда все это началось, планировалось, что по мере нарастания интенсивности с этого отделения еще придет около 5-6 человек, как резерв был, который подключится в случае нарастания. Вот. Но получилось так, что врачи, которые здесь работали, сюда, как вы знаете, была перекинута вся экстренная служба, вот, и поэтому уже отсюда никто не мог уйти. И таким составом, в общем-то, приходилось работать в этой ковидной зоне, неполным составом. В красной зоне, где лечили пациентов с подтвержденным диагнозом, медперсонал работал без выходных. Времени едва ли хватало на сон. Откровенно говоря, отдыхом достаточно тяжело назвать, потому что восстановиться за этот короткий промежуток времени было очень тяжело, практически невозможно. Был достаточно маленький перерыв, периодически даже доходил около 6-8 часов, чтобы можно было так немного отдохнуть и восстановиться. Даже в такой пик, когда уже дежурили, когда ложились спать, чтобы немного отдохнуть, помню, были даже такие моменты, когда ты ставишь будильник на телефон, закрываешь глаза, он уже звонит. Тебе надо уже вставать и идти опять в смену. Еще одним испытанием стали противочумные костюмы, которые нужны были для защиты медперсонала. Уже через час вот эти респираторы F3, они достаточно плотно прилегают к лицу, и через час уже было достаточно тяжело дышать. Вот, плюс очки уже тоже начинали так запотевать, и, конечно, выдержать 6 часов было достаточно тяжело. Тем более врач-реаниматолог, он не сидел на месте. Он постоянно передвигается между пациентами. И учитывая тот факт, что вот отделение было на тот момент большим, то есть 44 койки, это реанимация, плюс еще травматологическое отделение, отведенное под коечный фонд реанимации, то реаниматологу, конечно, приходилось покрывать достаточно большие такие расстояния между пациентами, чтобы следить за тяжестью пациента и ничего не пропустить. Несмотря на меры предосторожности, время спустя врачи все равно заражались коронавирусной инфекцией. Но болеть было некогда. Специалистов не хватало.
С температурой даже 37 у нас врачи выходили. Почему? Потому что понимали прекрасно, что если он не выйдет, то чрезмерная нагрузка без того, которая была, она полностью ляжет на врача и его смену. Поэтому медперсонал, который там работал, они, конечно, в этом плане понимали и помогали, то есть выходили с температурой. Вместе с Денисом в красной зоне работала и его жена, медсестра реанимационной хирургии. Супруги морально поддерживали друг друга. В период пандемии сотрудники отделения работали как слаженный механизм. Это специальности, реаниматологи, они сами по себе очень сплоченные бывают именно в коллективе. И врачи, безусловно, друг друга всегда поддерживают, всегда друг друга помогают, выручают, если это необходимо. Поэтому, что касается реаниматологов, то, в общем-то, в этом плане они всегда бывают, знаете, такое единое целое. И в этом плане могу сказать, что это тоже является тем фактором, который помогает пережить определенные такие трудности в нашей специальности. Когда поступает пациент в критическом состоянии, то он попадает под наблюдение сразу нескольких врачей. Большая нагрузка ложится на хирурга и реаниматолога, которые работают в тандеме. Врач-реаниматолог, анестезиолог, да, у него кругозор знаний должно быть очень большой. Почему? Потому что это не только у нас не специализированная клиника, а многопрофильная. То есть у нас оперируются нейрохирургические пациенты, кардиохирургические пациенты, абдоминальные пациенты, травматология, урология и так далее и тому подобное. И, конечно, кругозор реаниматолога-анестезиолога при этом должен быть очень большой. То есть любую патологию, которая может быть, а их очень много в каждой нозологии, в каждой системе, там нервная система, сердечно-сосудистая и так далее, он должен все это знать, безусловно. Вот. И, конечно, общение с нашими коллегами, непосредственно хирургами, оно должно быть очень тесным. В период пандемии в реанимационное отделение попадали пациенты в крайне тяжелом состоянии. Врачам иногда приходилось надеяться на чудо. Когда ты используешь уже все возможные методы для улучшения оксигенации крови, в частности, там инсуфляция кислорода, высокопоточная инсуфляция кислорода, инвазивная вентиляция и так далее, но абсолютно ничего не помогает. Ты переводишь пациента на аппарат ИВЛ, потому что уже это единственный шанс, который еще может как-то исправить ситуацию. Вот. И с таким большим объемом поражения нам тоже удавалось снимать с аппарата ИВЛ. Вот. Это, безусловно, было очень тяжело, вот, но нужно отметить, что это было, и, в общем-то, с этим тоже мы справились. Помимо быстрого принятия решений, реаниматологи старались поддержать своих пациентов. Это было необходимо, признается Денис. Постоянность суета и костюмы пугали их. Безусловно, каждый раз нужно его поддерживать, находить те слова именно для этого пациента, чтобы его поддержать и подбодрить. Вот. И это чувствовалось, это происходило буквально от всех медработников. То есть, начиная с врачей, средний персонал, младший персонал, то есть все, которые подходили к пациентам, всегда их поддерживали, успокаивали, говорили, что все нормально будет, все закончится, не переживай, все пройдет. Вот. Поэтому, конечно, контакт с пациентом должен быть всегда. В июле после снятия ограничительных мер Денис Петрович вернулся в свое родное отделение. Здесь его радовали даже стены, признается наш герой. Все познается в сравнении, это несопоставимо было с той работой, с таким моральным и физическим напряжением в красной зоне, как здесь. Да, несмотря на то, что здесь количество пациентов было очень большое, здесь тоже было очень тяжело. Но уже тот факт, что ты находишься все-таки не в СИЗах, вот, и контингент пациентов, который здесь, он тебе понятен, вот, ты знаешь, что делать, ты можешь проработать интенсивную терапию, рассмотреть все возможные, даже негативные варианты событий и постараться их избежать, то в красной зоне, когда особенно в первые дни, первые недели работы с коронавирусной инфекцией, вот, практически у всех было незнание, недопонимание того, как себя этот процесс патологический дальше поведет. За проделанную работу Денис Петрович Доев был удостоен ордена Николая Ивановича Пирогова, а также он получил государственную награду от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Награды получать приятно, но вдвойне приятнее слышать поздравления от родственников и друзей, признается наш герой.
Причем не только это были близкие, да, не только это были родственники. Это были пациенты, это были их родственники. Вот это, конечно, вдвойне бывает приятно, когда люди, которым ты помог, вот они тебя не забывают, они тебе звонят и поздравляют с такими высокими наградами. Конечно, это было приятно.